Дополнительную иммунизацию планируется провести в 2 тура с 27 февраля по 5 марта и с 3 по 9 апреля 2023 года. Результатом ее осуществления станет обеспечение высокого уровня популяционного иммунитета против данной инфекции для предотвращения распространения полиовирусов. Кроме того, в каждом школьном, дошкольном и медицинском учреждениях всех населенных пунктов разворачиваются отделения вакцинации. С 25 января по 13 февраля всеми медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, начаты подворовые обходы для заполнения информированного согласия родителей на проведение дополнительной иммунизации против полиомиелита. Результатом проведения дополнительной массовой иммунизации детей против полиомиелита является обеспечение высокого уровня популяционного иммунитета против данной инфекции для предотвращения распространения полиовируса, метод Дикого и вакцины родственных на территории Республики Ингушетия. Министерством на сегодняшний день организованы и проводятся мероприятия по подготовке и проведению дополнительной массовой иммунизации. Первое – это определен контингент подлежащих вакцинации. Количество 73 721. Из них вакцинация оральной полиомиелитной вакцины подлежит 69 812 детей. И вакцинация инактивированной полиомиелитной вакцины 3909. Где хранение будет происходить? На центре хранения вакцин. Специализированное? Да, у нас есть учреждение. Там климат-контроль, да, все учитывается. Все мы в курсе, что в последние годы в регионе отмечен рост числа детей, не привитых против полиомиелита. И это во многом связано с отказами от профилактических мер. Последствия этой болезни остаются на всю жизнь, приводят к инвалидности. И самая надежная защита от нее – вакцинация. В этом плане нам надо проводить системную разъяснительную работу с населением, доводить до людей мнения и рекомендации медиков о крайней необходимости действовать против этого тяжкого недуга. Жители региона должны быть оповещены, что дополнительная иммунизация детей, которую у нас планируется провести в 2 тура, это жизненно необходимые действия для спасения малышей от заражения, подчеркнул руководитель субъекта. Это будет касаться каждого главврача поликлиник, больниц, Министерства здравоохранения. Как только вопрос Бокова вице-премьер подняла, мной были выделены деньги с фонда, мы обеспечили из фонда развития на 6 миллионов. Она у нас достаточно сегодня. И каждый раз в пожарном порядке приходится вот эта вот система налаженной. Это касается Министерства здравоохранения. Надо эти все вещи и курирующему вице-премьеру надо вот планово, чтобы это и дальше было, чтобы у нас проходило это. Есть же участковые врачи. Есть участковые врачи в поликлиниках? Есть. Каждый знает каждый дом. Правильно? Хуан Избер, Вахалыч, заболеет он. Ведь это серьезно. Понимаете, в свое время прививку не сделали, вам создали условия, чтобы вы работали. И мы будем улучшать еще условия ваши. Будем помогать вам. Но вы-то свою работу делаете. Разъясняйте. Самое главное – это дети. Разъясняйте это. Приглашайте специалистов. Вы представляете, почти 5 лет этим не занимались. Статистики даже не было. Как так можно жить? Ахвал Бирж мог ждать. Ай, ходишь. И весь этот комплекс должен быть выполнен в полном объеме. Значит, какие-то вопросы возникают, что-то вам не хватает, это другая сторона, то это незамедлительно доводить до министра. Мы всегда найдем на это средства. Мы всегда поможем. Но я хочу, чтобы вы видели результат. Не лукавьте. Не надо. Во вред себе будет все. Все во вред себе будет. Отчеты Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора. Это мы сделаем. Отчеты мы всегда пишем. Самое главное, реально, чтобы было все. Еще раз подчеркиваю министру, чтобы было реально.
В заключение Махмуд Алиев Калиматов отметил, что государственным органам, специалистам управления Роспотребнадзора по Ингушетии, сотрудникам Минздрава и медикам лечебных учреждений республики, задействованным в этом процессе службам и учреждениям, всем средствам массовой информации, надо действовать единой командой, чтобы был результат массовой вакцинации и, как следствие, коллективный иммунитет. Юсуп Гелисханов, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24.